Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире информационно-паралитическая программа «Нам Крыш Ньюс». Коротко о главном. Власти Крыма заявили, что 86% туристов довольны отдыхом в Крыму. Почему об этом заявляют власти, а не сами туристы, они не уточняют. В Ялте планируют развивать керлинг. И это неудивительно, ведь в свете следующей новости катать камни шваброй по льду – абсолютно логичное занятие. Сергей Аксенов сравнил Симферополь с гадюшником. Дорогой Сергей Валерьевич, вы абсолютно правы. Мы даже знаем, где находится гнездо гадюшника в Симферополе. Запоминайте, это такое большое белое здание в центре с надписью «Государственный совет Республики Крым». Если что, вот фото. А в продолжении нашей программы мы представим спецрепортаж о новости, которая потрясла бы всю общественность, если бы относились к ней серьезно. Создание альтернативного, пророссийского меджлиса. Не переключайтесь. Безусловно, главной новостью этой недели стала новость о том, что так называемые правильные татары объединятся и создадут альтернативу меджлису. Для этой цели объединятся две пророссийские организации – Крым и Единство Крыма. Как будет называться этот представительский орган, пока непонятно. Так что давайте называть его просто орган. У нас даже появилась идея логотипа для этой организации. А теперь давайте поподробнее остановимся на главах двух объединяющихся организаций. Единство Крыма. Председатель. Патриот России. Бывший ярый патриот Украины. Глава генической райгосадминистрации Сейтумер Нуридинович Неметулаев. Кристальной честности человек и по совместительству бывший глава районного отделения партии регионов. Мы не знаем, что повлияло на решение Сейтумера Нуридиновича бросить геническ и переехать в оккупированный Крым. Возможно, внезапно проснувшаяся любовь к России. А возможно, то, что он объявлен в розыск. И уголовное дело, заведенное за незаконную передачу тысяч гектаров сельскохозяйственных земель в пользование частному предприятию, которым руководила его жена. Хотя кто нам давал право усомниться в порядочности этого человека? Конечно же, он просто любит Россию. Следующий глава одной из объединяющихся в альтернативный орган организаций – глава организации «Крым» Ремзи Ильясов. На всероссийском конкурсе порядочных людей Ремзи Ильясов занял второе место после Сейтумера Неметулаева. Следует отметить, что господину Ильясову не знакомо самоопределение слову «ложь», о чем свидетельствует следующее видео. Мустафаган талебеси деп базы инсанлар айталар, ве мен унен чок куркуланам. Çok sağ olunuz. Siyasi tertibini men sizden aldım ve kısmet olsa, Allah kısmetse beni saylasalar meclis reisi, ben sizden daima akıl tanışırım ve sizden sözden çıkmam. Пожалуй, главным достоинством Ремзи Ильясова является то, что он человек слова. Если что-то сказал, то никогда, слышите, никогда от своего слова не отступится. А я свой выбор сделал. Я выбираю Единую Россию. Ну что ж, друзья, теперь мы понимаем, что альтернативный меджлису орган возглавят два исключительно честных, принципиальных, порядочных, грубо говоря, человека. О том, что эти парни настроены серьезно, говорит то, что они даже провели конференцию общественного совета, на которой собрались все их единомышленники, все крымские татары, поддерживающие Россию. Все 300 человек. У них даже есть клип, презентующий эту конференцию. Давайте, друзья, посмотрим. Но мы считаем, что наш вариант этого клипа точнее передаст атмосферу данного события. Ну что ж, друзья, подводя итоги, хочется сказать, мы все надеемся, что с такими крымско-татарскими деятелями в Крыму, как сейчас, осуществится мечта всего народа.
Это была информационно-паралитическая программа «Нам Крыш Ньюс». Пусть все ваши мечты сбудутся.